Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне с вами Юлия Апел. Сегодня в программе падение вертолета на авиашоу в России. Один пилот погиб, один спасся, ведется следствие. Митинг против демилитаризации Широкино. Жители недовольны выводом из города добровольческих батальонов. Госсекретарь США Джон Керри совершает турне по Ближнему Востоку. Начинаем с новостей из Праги. Сергей? Спасибо, Юлия. События дня в настоящем времени из Праги. Я Сергей Дорофеев. Здравствуйте. И в начале об авиакатастрофе, произошедшей в воскресенье на авиашоу в Рязанской области. Появились первые кадры падения вертолета Ми-28. В результате погиб пилот. Штурман из рухнувшей машины сумел выбраться. И этот момент запечатлела видеокамера. Сейчас с серьезными травмами он в больнице. Основные версии и подробности трагедии у моего коллеги Александра Касаткина. При выполнении демонстрационных полетов пилотажной группой «Беркуты» в воскресенье на полигоне Дубровича под Рязанью потерпел крушение ударный вертолет Ми-28Н. При выполнении элементов пилотажа один из вертолетов внезапно вошел в плоский штопор, начал кружиться вокруг своей оси, после чего упал и загорелся. Первый пилот, полковник Игорь Бутенко, погиб в результате катастрофы. 26-летний штурман Александр Клепнов смог выбраться из горящего на земле вертолета. Некоторые СМИ рассказали о том, что он катапультировался. На вертолете Ми-28 нету как таковой системы катапультирования, а здесь есть специальная система спасения экипажа. Суть этой системы заключается в том, что в конструкции вертолета внедрены ряд технических решений, которые должны обеспечить выживание экипажа. То есть экипаж не покидает свои рабочие места, а за счет особой конструкции кресел, которые в значительной степени гасят энергию удара, и специальной конструкции шасси, которые также воспринимают на себя часть удара. Как мы видим, эта система спасла штурмана-оператора. По видео мы видели, что он смог самостоятельно выбраться из кабины. Пусть он и получил травмы, но все-таки жизнь он сохранил. То, что касается командира экипажа, полковника Бутенко, но здесь, к сожалению, судьба распорядилась вот таким вот образом, и начавшийся пожар не позволил спасти ему жизнь. Версию об отказе техники как о причине катастрофы озвучил и глава ВВС России Виктор Бондарев. Произошел отказ системы управления, сработала сигнализация об отказе второй гидросистемы и сработала речевая информация отказ гидросистемы. Летный состав боролся за жизнь вертолета до конца. Выживший штурман рассказал, что перед падением речевой информатор передал сведения об отказе двигателя и системы гидроусиления. Эксперты приступили к расшифровке бортовых самописцев. По решению главнокомандующего ВВС Виктора Бондарева полеты Ми-28Н в России приостановлены. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командованию воздушно-космическими силами представить к награждению пилотов разбившегося вертолета. Ми-28Н – ночной охотник, ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения техники и живой силы противника. Ми-28Н находится на вооружении ВВС России и Ирака, строится по заказам Египта, Кении и Алжира. 14 человек, в том числе одна женщина, ликвидированы российскими силовиками на Северном Кавказе. Их подозревали в связях с террористическими группировками и убийстве офицера полиции. В ночь на понедельник силовики блокировали вооруженных людей в жилом доме в столице Кабардино-Балкарии Нальчике. Как утверждают в Национальном антитеррористическом комитете, после нескольких часов переговоров боевики открыли стрельбу. Ответным огнем они были уничтожены. И накануне еще одну спецоперацию силовики провели в Ингушетии. Там убиты 8 боевиков, которых подозревали в связях с группировкой «Исламское государство». И теперь в Украину. В Харькове напали на офис оппозиционного блока. В здание бросали брусчатку, слышалась стрельба из травматического оружия. До этого люди в балаклавах атаковали микроавтобус охраны народного депутата Украины от оппозиционного блока, а в прошлом губернатора Харьковщины Михаила Добкина. Все происходило у офиса партии регионов, где теперь собираются представители блока «Силы», куда вошли бывшие партийные сторонники экс-президента Януковича. Подробности из Харькова нам сообщила корреспондент программы Ольга Калиниченко. Массовые беспорядки около здания, где находится офис оппозиционного блока, начались около 12 часов дня. Проукраинские активисты говорят, что пришли сюда вслед за так называемыми тетушками, которых нанял Добкин, лидер оппозиционного блока. Они уверяют, что тетушки приехали в Харьков для того, чтобы расшатать ситуацию. Изначально они были под Министерством юстиции, где Добкин пытался зарегистрировать свою партию, но ему отказали.
А после они переместились сюда, под центральный офис партии. Здание закидывали камнями и дымовыми шашками, которые нашли в припаркованном около офиса оппозиционного блока фургоне. Как уверяют активисты, именно на этом фургоне тетушек и привезли. После, когда его вскрыли, посмотрели, что внутри, среди личных вещей были найдены паспорта с днепропетровскими прописками. После непродолжительных стычек здание оцепила милиция. К ним на помощь приехали бойцы спецподразделения «Східний корпус». Вместе с руководством Харьковского МВД они попытались зайти внутрь, но дверь никто не открыл. Спустя какое-то время милиция, видимо, все-таки нашла контакт с закрывшимися внутри здания людьми и договорилась о том, что их эвакуируют. Во всяком случае, к тыловому входу подогнали несколько автобусов, всю толпу отодвинули на несколько сот метров назад и вывезли людей в райотделы. По факту происшествия уже заведено уголовное производство по части 4 296 статьи. Это хулиганские действия с применением оружия. Минувшей ночью в Одессе прогремел очередной взрыв. Объектом нападения на этот раз стал штаб волонтеров движения «Самооборона Одессы». По данным милиции, взрыв был произведен с помощью самодельного устройства мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте. В результате никто не пострадал. По предварительной информации, взрывное устройство на территорию штаба бросили двое неизвестных, проезжавших мимо здания. Частично разрушена будка охраны, поврежден фасад, выбиты стекла. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного вреда». И еще у нас новости из Одессы. Там устроили потасовку представители так называемого антимайдана и их идеологические оппоненты. От словесной перепалки к драке. На Куликовом поле в Одессе вновь неспокойно. Печальную известность эта площадь приобрела в мае прошлого года, когда во время массовых столкновений в этом здании, Доме профсоюзов, погибли несколько десятков человек. Люди приходят помянуть своих, прежде всего, родственников, сыновей, дочерей, друзей, коллег, соседей, просто добрых людей. Виталий вместе с другими участниками панихиды приходит на площадь 2 числа каждого месяца. Они убеждены в том, что сгоревшие в здании люди – невинные жертвы. Люди, которые невинно погибли в этом доме, смогут с миром покоиться и знать, что мы их помним, любим и чтим память о них. Однако это мнение разделяют не все одесситы. Движение Куликова поля до трагических событий 2 мая активно поддерживало раскол Украины и прямо угрожало целостности государства, что в конечном итоге и привело к смертельному противостоянию. Бывшие активисты Одесского Евромайдана убеждены, что за год здесь ничего не изменилось. Для того, чтобы был судебный запрет на любые собрания на Куликовом поле. Мы бы сюда не пришли, если бы не продолжались эти кровавые провокации. Одесситы, собравшиеся на контрмитинг, считают, что регулярные сборы на месте трагедии – лишь прикрытие для очередного витка провокаций и повод для новых проявлений сепаратизма в городе. В христианстве всегда поминают на кладбище. И я сам всегда хожу и поминаю родственников где? На кладбище. Это так принято. Почему именно здесь постоянно, причем каждый месяц 2 числа? Страсти между идеологическими оппонентами накалились до предела. Протестующих разделил кордон милиции, и люди вступили между собой в словесную перепалку. От слов к делу перешли представители скандально известной в Одессе организации «Совет общественной безопасности». Они повалили на землю одного из куликовцев и испортили черные воздушные шары, символизирующие души погибших. В ответ антимайдановцы принялись скандировать «фашисты». Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. Настоящее время. Одесса. Жители Мариуполя вышли на митинг против демилитаризации Широкино, поселка, находящегося в 20 километрах от города. Несколько дней назад украинское командование вывело из Широкино добровольческие батальоны, которые держали оборону на этой территории с февраля. На замену им пришли морские пехотинцы, а сами же мариупольцы настаивают на том, чтобы добровольцы на передовой оставались и далее. Также протестующие призывают президента Порошенко разъяснить, что именно означает буферная зона, прописанная в Минских соглашениях. В начале года один из жилых районов Мариуполя подвергся артобстрелу. С тех пор мирные жители опасаются нового удара. Поддержать требования митингующих в Мариуполь, отмечу, приехали активисты из Мелитополя, Харькова, Одессы и Киева.
Далее. Батальон вооруженных сил «Донбасс, Украина» готовится отправиться в зону боевых действий на восток страны. Батальон принял участие в масштабных учениях на одном из полигонов. В подразделении около 60 бойцов из первого состава батальона, многие из которых прошли котел под Иловайском. Батальон укомплектован танками и артиллерией. Это «Настоящее время», и далее у нас эфир из Вашингтона. Госсекретарь США Джон Керри совершает турне по странам Персидского залива. Речь на встречах идет, что традиционно, уже об иранской ядерной программе. Юлия, ждем от вас подробностей. Спасибо, Сергей. В ходе визита в Египет Джон Керри подчеркнул, что Вашингтон и Каир признают, что Иран причастен к дестабилизирующим действиям в регионе, вследствие чего чрезвычайно важно гарантировать сугубо мирный характер иранской ядерной программы. Керри отметил необходимость выработки стратегии борьбы с терроризмом, которая получила бы поддержку религиозных деятелей, педагогов и граждан, которые не доверяют учениям, основанным на ненависти. Сегодня госсекретарь проводит встречи в Катаре со своими коллегами по Совету сотрудничества арабских государств Персидского залива. В его планах также переговоры с главой МИДа России Сергеем Лавровым. Между тем, по мнению многих политологов, США новой администрации Белого дома после выборов 2016 года придется иметь дело с исламским терроризмом и недружелюбными лидерами Ирана, России и других государств мира. Средоточием этих проблем остается Ближний Восток. О причинах этого в материале Вадима Оленичева. Ближний Восток десятилетиями представляет собой для Америки клубок сложных задач. Первая проблема – это отношения с Ираном, который пытается доминировать в ближневосточном регионе. Высокопоставленные представители администрации Обамы подверглись резкой критике на Капитолии. Белый дом, по словам законодателей, занимает по отношению к Тегерану недостаточно жесткую позицию. В частности, от администрации требуют большей настойчивости в вопросе о постоянном допуске международных инспекторов на иранские ядерные объекты. Сейчас уже никто не отрицает, что отменять санкции, введенные против Ирана, нужно поэтапно, и только если власти Исламской Республики выполняют условия ядерного договора. Однако между демократами и республиканцами в Конгрессе существуют сильные разногласия по поводу того, какие меры следует предпринять, если Тегеран нарушит достигнутые соглашения. По мнению депутата Палаты представителей, демократа Талси Габбард, худшее, что американские законодатели могут сделать, решая ближневосточные проблемы, это позволить себе опуститься на уровень межпартийных расприй, особенно в свете приближающихся президентских выборов. Наша обязанность в роли членов Конгресса заключается в том, чтобы трудиться над решением проблем независимо от того, что происходит в предвыборной гонке, и сотрудничать с президентом до тех пор, пока на его место не приходит новый президент. Так что мы не собираемся избавлять обороты по мере того, как кампания ширится, потому что многие вопросы национальной безопасности требуют безотлагательного решения и незамедлительных действий. Другая, быть может, еще более сложная ближневосточная проблема – это борьба против ИГИЛа, или самопровозглашенного исламского государства. Здесь позиции Белого дома и Конгресса США совпадают. ИГИЛ и идеология терроризма, которая им движет – это реальная угроза. Так, в Ираке агитационная кампания джихадистов вносит раскол в основные этнические и религиозные группы. Кроме того, шиитское правительство позволяет себе дискриминационные действия как в отношении суннитского, так и курдского меньшинств. Каждая распря внутри иракских общин открывает для ИГИЛа возможность вербовать в свои ряды новых воинов джихада. Другой способ борьбы с ИГИЛом – авиаудары по позициям группировки. Но и здесь только 16% самолетов коалиции союзников, отправляющихся на боевой вылет, наносят удар по исламистам. В остальных случаях атака отменяется или из-за того, что точную цель не удалось установить, или из-за угрозы гибели мирного населения. Таким образом, по мнению части американских законодателей, включая депутата Палаты представителей Талси Габбард, главная задача в отношениях с Ираном – это заставить его власти неукоснительно соблюдать условия соглашений. Что же касается противостояния с ИГИЛ, то здесь впереди годы и годы напряженных усилий. Проблемы США и России на этом фоне, хотя и являются серьезными, но уже не кажутся такими неразрешимыми. Вадим Оленичев, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. Тем временем СМИ со ссылкой на анонимный источник в Белом доме сообщили, что США будут обеспечивать защиту подготовленных американскими инструкторами частей вооруженной сирийской оппозиции, в том числе с помощью авиаударов и в том числе от возможных атак войск, лояльных Башару Асаду. В пятницу была произведена первая подобная операция против джихадистов. Вашингтон подчеркивает, что обучает и снабжает небольшую часть умеренной сирийской оппозиции исключительно для борьбы с боевиками ИГИЛ. Сегодня президент Обама объявит о новых мерах, направленных на сокращение выбросов парниковых газов электростанциями. По данным Белого дома, новая версия директив приведет к тому, что объемы электроэнергии, получаемые в США из возобновляемых источников,
вырастут на 28%. В видеообращении Обама заявил, что климат меняется, и эту проблему нельзя оставлять в наследство другому поколению. Ожидается, что план президента столкнется с сопротивлением энергетических компаний и республиканского большинства в Конгрессе. И еще одна новость США. В Сельме, штат Алабама, стартовал марш, участники которого стремятся привлечь внимание к событиям, в которых они усматривают новые угрозы гражданскому равноправию. Активисты намерены пройти 1385 километров и завершить шествие в Вашингтоне. Марш «Американский поход за справедливость», начавшийся у исторического моста Эдмунда Петуса, завершится 15 сентября. Марш организован Национальной ассоциацией за содействие прогрессу цветного населения по случаю 50-летия закона об избирательных правах. И новые цифры о настроениях в России от социологов российского ВЦИОМ и Американского центра изучения глобальных коммуникаций. Подробности у коллег в Праге. Сергей. Да, Юлия, почти половина россиян за цензуру в интернете, 49%. С ними не согласны 11% опрошенных. 58% поддерживают полное отключение интернета в случае национальной угрозы или возможности массовых протестов. 73% респондентов считают, в сети не следует публиковать негативную информацию о чиновниках. И еще любопытно, сейчас вы это увидите, 42% уверены, иностранные государства используют интернет против России. Мнение о том, что интернет угрожает семейным ценностям и политической стабильности, цитата, разделяют 24% респондентов. Новое громкое заявление министра культуры России Владимира Мединского. На этот раз чиновник обрушился с критикой на руководство Госархива. Ранее оно назвало мифом историю о подвиге 28 героев-панфиловцев, представив справку, согласно которой вся история является фантазией военных журналистов. Министр призвал архивистов, цитата, «заниматься своей профессией и не давать собственных оценок историческим документам». Также Мединский предложил уволиться руководителю архива Сергею Мироненко. Между тем, не менее жаркие споры по поводу подвига панфиловцев под Москвой разгорелись и в Казахстане, где, собственно, в 1941 году эта дивизия и была сформирована. Алуа Байкадамова – заведующая военно-историческим музеем Дома армии в Алматы. Именно так она представляется журналистам, которые обращаются к ней как к внучке генерала Ивана Панфилова. Дистанцируется от родства с легендарным полководцем Алуа неспроста. Меня уже просто оскорбляет тем, что уж вы держали под подолом там, или где под подушкой, этот материал не опубликовали. 8-я гвардейская панфиловская дивизия была сформирована в Алма-Ате как 316-я стрелковая из граждан Казахской и Киргизской ССР. Прославилась она в боях под Москвой, остановив наступление передовых частей немецкой группы армии «Центр». Полемика вокруг подвига панфиловцев вновь набрала обороты после заявления директора Госархива России Сергея Мироненко на Всемирном конгрессе русской прессы. Мироненко рассказывает, что никаких 28 бойцов, остановивших 50 танков под Дубосековым, не было, а подвиг придуман литературным секретарем газеты «Красная звезда» Александром Кривицким. В поддержку этого заявления Госархив распространил в СМИ копии исторических материалов. У внучки генерала Панфилова есть свое мнение на этот счет. Вот если погибло 28, а мы сказали 100, это была бы ложь. Но если из 100 погибло 28, то это правда. А если из 100 погибли 100 и наградили 28, то это тоже правда. Что важнее, правда о панфиловцах или память о подвиге, активно обсуждают в казахстанских соцсетях. Кто-то считает, что с самого начала не надо было ограничивать подвиг всей дивизии числом 28. Кто-то призывает не поддаваться на провокации. Большинство комментаторов пишут, что трогать вопрос с панфиловцами вообще не нужно. Руки прочь от наших героев. Совет генералов Казахстана на просьбу корреспондента «Настоящего времени» дать комментарий по ситуации с гвардейцами-панфиловцами отреагировал неожиданно. Президиум Совета собрал специальное заседание, чтобы вынести единую точку зрения. Мы против того, чтобы некоторые политиканы, имеющие ранг директора музеев, пытались осквернить подвиги наших казахстанцев. Народный писатель Дулат Исабеков, напротив, считает, что истина сегодня гражданам Казахстана важнее, чем идеологический миф. Если сама Москва на это настаивает, тогда, если они разоблачили, они доказали, что это такого не было, но от фактов мы не убежим. Так или иначе, разговоры о подвиге среди алматинцев все равно сводятся к переименованию парка 28 гвардейцев-панфиловцев.
Сегодня в нем установлены памятники Ивану Панфилову и Бауржану Мамышулы, а также центральный мемориал славы с легендарной цитатой, приписываемой политруку Василию Клочкову. Тем не менее, для многих из прославленных воинов 8-й гвардейской дивизии не нашлось места ни в парке, ни на мемориальных досках. Абдыбеков, снайпер, 397 фашистов. Где герои Советского Союза? За 80 давали. Правительство Казахстана сегодня обсуждает, нужно ли создать межведомственную комиссию по вопросу о подвиге панфиловцев. Если ее членам удастся получить допуски к российским военным архивам, возможно, они поставят точку в обсуждении подвига. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. И вновь время передавать слово в Вашингтон. У коллег другие темы. Юлия, эфир ваш. Спасибо, Сергей. Японский автопроизводитель Lexus представил свой новейший продукт, но не очередное авто класса люкс, а скейтборд, и не простой, а летающий. Hoverboard Slide будет протестирован для публики в ближайшую среду. А вот арсенал армии США может в скором времени пополниться парящим мотоциклом, летающей платформой, которая, как утверждают авторы изобретения, может стать переворотом в самой концепции полета. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Это похоже на ожившую иллюстрацию из фантастического романа. Концепцию разработал новозеландский изобретатель Крис Малой, которому хотелось построить небольшой и недорогой летательный аппарат для того, чтобы пасти скот и вести геодезические работы. В результате британская компания Malloy Aeronautics создала прототип, который сейчас испытывает американская компания Service Engineering для возможного использования военными. Этот аппарат от начала и до конца разработан так, чтобы не возникало проблем с посадкой и высадкой. Он обеспечивает стабильность за счет 4 винтов, поэтому вас не волнуют вопросы гравитации. Дистанционно управляемая модель меньшего, чем оригинал размера, успешно прошла испытания. Вместо пилота в кресло посадили куклу по имени Бастер. В армии США полагают, что со временем такой аппарат может использоваться для передвижения военных на малой высоте, над пересеченной или опасной местностью. В Англии тем временем уже строят полномасштабную модель, однако ее испытания с участием настоящего пилота будут зависеть от безопасности и надежности аппарата. Мы рассматриваем несколько вариантов, в том числе возможность управления в случае отказа одного из винтов. Думаю, что это повысит надежность и безопасность использования в военных и гражданских целях. Полномасштабный летающий мотоцикл сможет передвигаться со скоростью до 96 км в час на расстоянии до 240 км. По словам разработчиков, пока нет конкретной даты испытания полномасштабной модели. Предположительный срок создания летающего мотоцикла от 3 до 5 лет. А пока компания Malloy Aeronautics начала продажи уменьшенной модели. Стоит она от 1000 до $1600 и может использоваться для аэрофотосъемки и доставки небольших грузов. И еще о новых технологиях, но уже в области медицины. 8-летний пациент детской больницы в Филадельфии стал самым юным в мире пациентом, перенесшим двойную пересадку рук. Операция длилась 10 часов. Проснувшись, Зион Харвиза улыбался и рассказал, что чувствует себя хорошо. Как говорит мама мальчика, решение об операции он принял самостоятельно. Риск от пересадки рук не превышал риска от трансплантации почки, поэтому я была готова дать согласие при условии согласия Зиона. Команда из 40 специалистов скрепила кости металлическими пластинами. Дальше началась кропотливая работа по сшиванию вен, сухожилий, мышц и нервов, а также восстановлению циркуляции крови. Наша цель заключалась прежде всего в том, чтобы конечности функционировали, ну и, конечно, выглядели органично. В грудном возрасте Зиону Харви ампутировали обе руки и ноги из-за перенесенного сепсиса. Ребенку также потребовалась новая почка, а передвигался мальчик с помощью протезов. Сейчас Зион проходит курс интенсивной физиотерапии. В больнице он проведет еще несколько недель. Врачи говорят, что теперь он всегда должен принимать иммунодепрессанты, чтобы организм не отверг новые ткани. Семья донора конечностей предпочла не разглашать своего имени. Майк Ричман, Дарья Кутковая. Настоящее время. Вашингтон. В штате Колорадо, в городке с говорящим названием «Райфл», в переводе «винтовка», настоящий рай для любителей пострелять. Там даже в ресторанах «Человек без оружия» – белая ворона. Например, в ресторане «Шутерс Грилл» бургеры и кофе вам принесут официанты, вооруженные пистолетом.
Корреспондент «Голоса Америки» не побоялся заглянуть на огонек. Этот дикий запад по-прежнему дикий. Тут надо быть настороже, ведь даже симпатичная официантка в колорадском кафе может оказаться опаснее, чем кажется. Это мой 9-миллиметровый Смит и Вессон. А у меня Springfield SD, тоже 9-го калибра. Вот она, хозяйка заведения, придумавшая простую и гениальную формулу бизнеса. Бог, оружие и хорошая еда. Заведение Shooter's Grill открылось 2 года назад, но снабдить своих сотрудников огнестрельным оружием владелица решилась после инцидента, когда мужчина погиб в драке. А посетители не только не против, они только за. Я думаю, что это самое безопасное место. Мне здесь совсем не страшно. Мы зашли сюда, потому что проголодались в пути, и один из местных ребят посоветовал нам знаменитое место, славящееся красивыми девушками, вооруженными пистолетами. Контроль над оружием – один из самых болезненных вопросов для американского общества. Колорадо – один из 30 штатов, где носить оружие можно открыто и даже без специальной лицензии. И о животных. Слоны заслуживают свободу. Так называется фонд 11-летней Мириам Гардсбейн, который занимается сбором средств на их спасение. Подробности в репортаже. На этом рынке в пригороде Вашингтона посетители могут приобрести самую разную фермерскую продукцию, а также узнать об условиях жизни слонов в странах Азии. Животные подвергаются жестокому обращению еще на самых ранних этапах жизни. Их сажают в деревянные клетки, избивают, мучают голодом. Посетители рынка покупают эти маленькие фигурки, средства от продажи которых поступают в заповедник слонов в Таиланде. Фигурки слонов – продукт творчества 11-летней Мириам Гардсбейн и ее друзей. Ребята лепят их из глины в местной студии. На моем слоне будут седло и люди. Мне очень нравится, что я сама могу их лепить. Мне всегда любопытно, куда заведет меня фантазия. По словам Мириам и ее друзей, они изготовили более 100 фигурок для ее НКО «Слоны заслуживают свободу». Она решила основать фонд после просмотра документального фильма «Как я стал слоном» об условиях жизни этих животных в Таиланде и жестоких методах дрессировки. Мы называем такие практики ломкой, потому как их цель – сломить дух животного. Они душат слонят веревками, они сажают их в деревянные клетки, они лишают корма малышей на многие дни и избивают их палками с гвоздями и крючьями. Слонята сопротивляются и пытаются вырваться на свободу. После того, как животное перестает сопротивляться, ломка закончена. Теперь дух животного сломлен. Мама Мириам, Арлен Гардсбейн, ветеринар. Она всячески поддерживает усилия дочери. Она постоянно окружена животными и искренне любит братьев меньших и то время, которое она проводит рядом с ними. Семья Гардсбейн посетила Таиланд, чтобы лично поухаживать за слонами и ознакомиться с ситуацией. Она очень хочет, чтобы как можно больше людей узнали об этой проблеме, как в США, так и в Таиланде. Работе НКО Мириам помогает ее учительница рисования. Для любого учителя работать с ребенком, который вместо походов по торговым центрам хочет менять мир к лучшему, большая радость и источник вдохновения. Мириам Гардсбейн и ее друзья считают, что слоны рождены, чтобы жить свободными. И, наконец, о самом необычном событии в мире серфинга. За победу в ежегодном конкурсе Surf Dog в Сан-Диего сражались 50 бесстрашных собак-серферов. Строгие судьи оценивали спортивные навыки участников, продолжительность выступления и уверенность в себе. Победителем стал золотистый ретривер по кличке Калани, который впервые встал на серф 8 месяцев. Для организаторов это соревнование – возможность собрать средства для общества по предотвращению жестокого обращения с животными. Ну а для участников – сплошная собачья радость. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Мы благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Сергей? Мы же благодарим коллег в Вашингтоне, а также всех наших зрителей. Смотрите нас в эфире своих национальных телеканалов. В настоящее время Сергей Дорофеев. Всего доброго, до свидания.